Доброе утро, друзья. Как можно научить ребенка правилам дорожного движения и еще и научить вождению до наступления 18 лет? Я думаю, что сегодняшний способ вам очень понравится, и, возможно, даже вы сможете отправить своего ребенка на участие в подобном соревновании. Эта дисциплина называется автомногоборье. Федерация автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Республики Саха-Якутия совместно с Госавтоинспекцией провели соревнования среди 18 участников в возрасте от 11 до 18 лет, где учитывались не только теоретические знания правил дорожного движения, но и практическое прохождение полосы препятствий на автомобиле с инструктором. Основные цели мероприятия – это, конечно, привить подрастающему поколению правильного поведения на дорогах, безопасного поведения на дорогах. Это уникальная возможность для ребят посоревноваться, получить опыт, теоретические и практические знания, то есть возможности на полноценном автомобиле поездить. Участие у нас принимает, в этом году сделали исключение, с 11 лет до 17 лет у нас участники. То есть большинство это 15-16 лет. 3 раза в год у нас в следующем году запланировано соревнование. Участие совершенно бесплатное для ребят. Любой желающий с навыками вождения и самостоятельно подготовить ПДД, то есть несложно, и можно участвовать в наших соревнованиях. Тут есть кросс у нас, также машины с полярной звезды, зимняя гонка, которая проходит на льду Белого озера в марте. Вот, допустим, вот эта машина у нас ледовая, стандартная машина, 1,5-литровый мотор, переобувается просто резина на шипы и едет по льду она. Эта машина у нас для кросса класс D2K. Отличие у нее задний привод. Стандартный мотор 1.6, стандартная коробка. Это машина для кросса D2N. Передний привод, тоже стоковый 1.6 мотор. Никаких доработок сильных у нее нету. Так, это у нас ледовая машина. Кстати, чемпион этого года, полярной звезде. Это у нас машина гонки без правил, которые проходят у нас в Магане 3 раза в год. По внешнему виду все понятно, что с ней произошло за этот год. Раллийная машина, которая участвует не только в Якутске, но и по Дальнему Востоку. Так, там, по-моему, у нас дрифт, да? Да, это дрифт у нас. Летний, скорее всего, дрифт. Вот по 15 лет, и они уже водят автомобиль, они уже знают все правила дорожного движения, они уже экзамены прошли. И поэтому в дальнейшем им просто совершенствовать свои навыки. И, скажем так, когда исполнится уже 18 лет, и можно будет уже получить водительские права, то есть у них уже будет опыт, у них есть знания. И сейчас еще за 2-3 года мы еще подтянемся. И я считаю, что это очень большое подспорье вообще детям, подросткам в дальнейшем развитии, в их развитии.